всем. Очень приятно видеть, что столько заинтересованных здесь лиц, заинтересованных в том, чтобы узнать чуть побольше про возможности вообще монетизации, про возможности того, как создавать контент и как получать с этого деньги. Возможности, как сделать это именно находясь на территории нашей страны. Сегодня мы будем об этом говорить. Буквально отсюда их отключать. Я сам работаю в организации, которая является non-for-profit, да, если переводить с английского. То есть мы в своей деятельности не можем монетизировать наш контент, а создаем мы его очень много. Поэтому, когда пригласили, значит, промоделировать эту сессию, я сказал, хорошо, мне самому будет это очень интересно, потому что, с одной стороны, как аутсайдер, то есть человек, которого очень интересна вообще тематика монетизации, но кто это не практикует, просто поговорить с людьми, кто являются практиками, с людьми, которые это практикуют. И сейчас как раз мы начнем. Наших спикеров здесь уже представили, я повторюсь еще раз для тех, кто зашел. В общем, здесь у нас сейчас с нами сидят Шахло Акабирова, это директор общественной организации ФОМА и глава совета по СМИ, Шахноза Хамдамова, директор Тайрон, Ольга Тутубалина, это шеф-редактор Азия Плюс, и Ширали Джурабаев, управляющий директор Wavemakers Таджикистан. Первый вопрос, вообще мы начнем нашу сейчас немного про формат нашей дискуссии. Я задам вам первый такой самый главный вопрос, просто попрошу вас, всех уважаемые участники дискуссии, рассказать про свои кейсы. Как вы это организовываете, как у вас происходили самые удачные кейсы в вашей монетизации. Давайте так условимся, что не слишком долго, вы просто приведете информацию о них, расскажете, поделитесь всем остальным. Начнем мы, пожалуй, вот прямо вот так вот по порядочку. Хорошо, вам слово. Спасибо. Слайд, пожалуйста, поставьте, чтобы... Касая презентацию, я очень рада, что у нас в Таджикистане такой масштабный проект проходит, глобальный. Хочу поблагодарить организаторов, посольство США за такой масштабный, нужный, полезный проект для нас и нашей страны. Окей. Отсюда надо было начинать. Окей. Тогда давайте мы, так как у нас по технике было рассчитано по-другому, тогда я предоставлю слово, пожалуй, Ольге Тутубалиной, шеф-редактор Азия Плюс, который расскажет про кейсы, успешные кейсы монетизации на этой платформе, у этого информационного агентства. Добрый вечер, наверное, уже всем. Очень рада здесь находиться, рада видеть вас всех. Такие молодые, красивые. Хочу поделиться немножко нашим опытом Азии Плюс. Он небольшой, сразу предупреждаю, конечно. Ну, давайте перейдем. У нас, наверное, вы знаете, есть два способа монетизации, прямой и пассивный. Я сейчас немножко расскажу о прямом способе. Это продукты, которые производит Азия Плюс, это пиар, реклама, вы это, наверное, все знаете. Это специальные проекты, которые мы делаем под какой-то конкретный бизнес. Например, у нас был очень удачный проект, видеопроект Джаза. Возможно, вы знаете, кто здесь живет, видели. Это... Можно, да, включить? Да. Вот этот проект. Мы делали под конкретный бизнес, который сюда кафе, ресторан. Мы рассказывали про конкретное заведение, где... Привет, меня зовут Биджай, я шеф-повар азиатского. Делились блюдцем. Сегодня мы приготовим окуня с балийскими специями. Нам понадобятся следующие ингредиенты. Это речной окунь, банановый конкретный лист, проект, то есть сладкий базилик, пример прямой лимонный сок, рекламы, но я бы хотела рассказать чеснок, о белый нативной перечный порошок. рекламе. Я думаю, многие из вас И знают, соус что это чили такое. Последние 2 года Азия Плюс достаточно серьезно занимается этой темой. Мы стараемся продвигать нативную рекламу, стараемся договариваться с нашими рекламодателями. Для нас это более комфортный вид заработка.
потому что плюс для нас в том, что мы делаем все тот же самый качественный контент, интересный, который мы любим делать рекламу, как и многие журналисты. Плюс для рекламодателей, то что нативка, она очень легко заходит, она адресная, поэтому более эффективная. И вот, например, самый последний наш пример такой нативной рекламы – это проект «Таджикистан начинается с тебя». Если можно. Да, это тексты, в принципе, это тексты. Мы рассказываем он начался летом, мы рассказывали о зонах отдыха, санаториях, о том, делали путеводители для туристов, рассказывали, как пойти в горы и не заблудиться, какую сотовую связь там с собой брать. Собственно, эти материалы нужны для кого? Они нужны для людей, которые любят путешествовать. Рекламодатель в данном, например, проекте, это была сотовая компания, нужны люди, которые любят путешествовать и которым нужна во время их путешествий сотовая связь. То есть все просто, да? Например, вот такой нативная реклама. У нас достаточно много материалов по этому проекту. И я бы еще хотела рассказать про один проект, тоже видеопроект, тоже пример нативной нашей рекламы. «Салон соседи» — это один из самых удачных наших проектов, который даже получил международную премию. Большое спасибо группе ребят, которые год с лишним работала над ним. Если получится у нас открыть, я вам покажу. Получится у нас? Тут много видео, да? Да, тут очень много материалов, видеоматериалов. Этот проект открылся, когда у нас открылись границы с Узбекистаном, и мы делали материалы, видео о Таджикистане, об Узбекистане. Очень душевный получился. Не буду затягивать дальше время, я думаю, кому будет интересно, зайдите посмотрите. А сколько там примерно видео было вообще в целом? В целом, около. Я сейчас побоюсь соврать, больше 30, по-моему, видео, то есть это год с лишним было, и это был действительно очень удачный проект. Собственно, вот это все, что я хотела сказать по данному примеру. Если кому-то будет интересно, вы можете зайти на наш сайт. К сожалению, я должна извиниться, что у нас временное не работает, нужно заходить через VPN, но не из вас об этом знают, но в любом случае это было пожалуйста. И, собственно, есть на других платформах. Давайте поблагодарим Ольгу за такое описание успешных кейсов, вообще как они монетизировали контент. Мы это обсудим тоже обязательно. Сейчас просто предоставим слово нашим другим спикерам и потом попробуем обсудить трудности, с которыми они сталкивались, сравнить эти успешные кейсы. Хотелось бы сейчас слово предоставить нашему следующему спикеру. Это Шахноза Хамдамова, директор рекламного агентства «Тайрон». И вот здесь вот она подготовила презентацию, которая тоже хотела бы рассказать о своих успешных кейсах монетизации. Пожалуйста. Еще раз здравствуйте. Коротко тоже расскажу. Подготовила очень длинную речь, но мне сказали, что нужно уложиться за 5 минут. Постараюсь уложиться за 5 минут. У нас есть свои собственные площадки, как в офлайне, так и в онлайне. В офлайне это газеты, газета «Таджикистан», рекламная газета «Ойла», журнал «Ideas», «Аргументы, факты, Таджикистан». Думаю, все знают про эти бренды. Мы сейчас трансформируем свои проекты офлайновские в онлайн. Сейчас на данный момент проект RGTG – это доска бесплатных объявлений с дополнительными платными функциями. Ойла TG, новый сайт. И можно вернуться. И сайт Таджикистан Таймс, информационный портал газеты Таджикистан. Сейчас расскажу коротко. У нас тоже небольшой опыт в сфере монетизации наших продуктов в онлайне. Расскажу о нашем одном из успешных проектов, любимая марка Таджикистана.
как мы его трансформировали в онлайн и добились 4-5 раз, да, то есть больше охват аудитории. Этот проект был основан... У меня один слайд. Этот проект был основан в 2010 году. Методы продвижения в основном были офлайн, традиционные методы продвижения до 2016 года. С 2016 года начали продвигать и в онлайне тоже. Это в своих собственных площадках Tajikistan Times и RGTG, где очень у нас активная, лояльная целевая аудитория, которая, да, то есть активно принимала участие в течение 3 месяцев в рамках этого проекта. И в рамках этого проекта у нас проводится ярмарка, где на ярмарке торговые марки Таджикистана представляют свой продукт, услуги, товары. Да. Посещение ярмарки составляло после онлайн-продвижения 100 тысяч посетителей за весь период. За 3 дня мы получили охват более 100 тысяч даже посетителей, где очень помогло нашим партнерам и торговым маркам увеличить узнаваемость бренда, увеличить рынки сбыта, а также увеличить продажи свои, соответственно. Проект уже проводится 7 лет, любимая марка Таджикистан, и это самое масштабное маркетинговое мероприятие на сегодняшний день в Таджикистане. Другие платформы, как мы монетизируем, стандартные методы монетизации, это КМС, значит, контекстно-медийную сеть подключили для RGTG, а также поднятие объявления, выделенное объявление, VIP-объявление и баннерная реклама, которую мы сами у рекламодателей да, то есть заключаем договор с рекламодателями. В Tajikistan Times тоже баннерная реклама, пиар-статьи, а также спецпроекты. Вот коротко. Спасибо большое за вот такую интересную презентацию деятельности. Сейчас хотелось бы передать слово дальше следующему нашему спикеру Шахло, но здесь хотелось бы просто попросить вас рассказать не о монетизации, а именно про производство контента. То есть какой контент у нас сейчас... Я не скажу, на самом деле я сама телевизионный журналист и долгие годы была продюсером различных телевизионных проектов. Никогда мы не занимались рекламой, никогда мы не занимались привлечением средств. Но мы всегда старались сделать очень качественный журналистский контент, куда приходили люди и хотели вложить свою рекламу именно в эту программу и таким путем зарабатывали компании. Поэтому я сейчас, честно говоря, когда меня озадачило посольство, что нужно рассказать о монетизации, я заинтересовалась, и последние 2-3 дня я очень усердно изучала, что дают наши блогеры и о чем они рассказывают. И на самом деле у меня накопилось очень много интересной информации, но сегодня я буду говорить очень вкратце, как нужно делать хороший контент. Где картинка? Можно картинку поставить? Нет. На самом деле у меня очень большая презентация. Если мне нужно 3 или 4 минуты, я постараюсь очень кратко говорить. Вначале я постараюсь все-таки рассказать, что нужно говорить, чтобы вас смотрели, слушали или читали. Давайте мы быстро будем листать, я быстро буду говорить. Идемте дальше. Дальше. Значит, чем больше воздействия материала, тем больше людей подвержены его влиянию. Вот то, что вам нужно. Но чтобы создать такой контент, изначально очень важно предоставлять свою аудиторию и иметь очень четкую концепцию. Что вы хотите, кто ваша аудитория, какие интересы у вашей аудитории, какой режим у вашей аудитории. Идемте дальше. Думайте нестандартно. Мы всегда говорим на наших тренингах, если ваша история о том, что собака укусила человека, это неинтересно. Если человек укусил собаку, это именно то, что вас будут читать и смотреть. Используйте воображение, но не фантазируйте. Берите факты и добавляйте значимость.
Сделайте материалы живым, рассказывайте о людях. Когда вы рассказываете историю через какого-то человека, она становится интересным и живым, и через призму человека вы можете рассказать очень важные и нужные вещи для вас. Дальше. Новость это что? Новость это новость, которую людям приятно знать и хотят знать. Когда вы занимаетесь производством, вы должны помнить это. То, что вы даете, это то, что людям нужно знать, с вашей точки зрения. И то, что вы даете, это вы считаете, что людям следовало бы знать то, о чем вы хотели бы рассказать. И то, что вы расскажете, это будет интересно людям. Дальше, честно говоря, очень много разных вещей про техники интервью. Почему я ее вложила? Потому что я смотрела, что очень часто наши блогеры в основном, что на WordPress, те, которые создают свои материалы, те, которые делают на YouTube, очень много различного рода увидела беседы. Это то, что исходит из техники интервью, о которой мы говорим для журналистов. Но у меня времени мало, я это все пропущу. Давайте мы это все пропускаем. Тут вот техника, как нужно задавать вопрос, чтобы да и нет, не ответили, все такое. Идемте дальше. Идемте. Но когда вы создаете контент, вы, пожалуйста, помните одно. По международной, по местному законодательству есть очень много вещей, которые вы должны знать, если вы создатели контента. Нельзя публичное оскорбление президента, нельзя публичное оскорбление основателя мира, это все то, что идет от Уголовного кодекса, незаконное собрание, распространение информации о частной жизни, разглашение врачебной тайны, нарушение авторских прав, разглашение тайны усыновления, заведомо ложная реклама, публичные призывы к совершению преступлений. Я посчитала, что эти вещи вам нужно знать. И публичные, значит, оскорбления представителя власти и вот те статьи, о которых я говорю. Далее есть международное право, где блогеров рассматривают по международным стандартам. Почему я это привела? Потому что по нашему законодательству вся та законодательная база, которая распространяется на представителей средств массовой информации, на журналистов и СМИ, также она распространяется на весь контент, который дается через интернет. По международному праву блогеры стоят на одном уровне, как и, значит, журналисты. Но в то же время, когда вы создаете, значит, контент для YouTube, есть очень важный момент, что вы помнили. Когда вы даете контент, у вас изначально должно быть представление, минимально на 15 программ последующих, которые вы будете производить. И очень важно, чтобы ваш видеоконтент, он был регулярным. В неделю один раз это минимум, если в неделю 2 раза, это хорошо. Спасибо большое вот здесь за такой очень интересный сейчас нам юридический такой вот рамки предоставили того, как контент производить, потому что мы сегодня здесь в рамках разных сессий говорим о производстве контента, о том, как контент потребляется, о том, как контент производится, но вот здесь вот нам предоставили рамки, в которых контент может быть как таковой. Это очень интересно. Спасибо большое за такую вот информацию. Спасибо. Я бы, честно говоря, послушал лучше шаблон. Еще, окей. Как отдельную панель, или как отдельное выступление. Как отдельное выступление? Потому что производство контента очень важно. Вот здесь есть превосходное такое пожелание. Я надеюсь, я передаю тоже это организаторам на то, чтобы взяли на заметку, на то, что можно сделать такую отдельную сессию, которой именно по рамкам. Мы говорим про монетизацию, поэтому, соответственно, и платную. Ребята, меня зовут Шер. Я, честно говоря, не собираюсь вам рассказывать по производству контента, потому что многие из вас лучше знают, как производить контент, чем мы. Пожилые люди, которые сидят на сцене, кроме вас, да, мы о себе, о Диме. Но если вам нужно этот контент продать, я тот человек, который вам нужен. Почему аплодисментов нет? Активнее. В первую очередь, когда у вас есть что-то, что вы можете предложить рекламодателю, полезнее прийти сначала к тем, кто является прослойкой между интересами вашими и рекламодателем. Это, как правило, рекламное агентство. Рекламное агентство должны сбалансировать то, что нужно рекламодателю, с тем, что выгодно вам. Поэтому в первую очередь это тот человек, к которому вы придете и скажете: ребята, у меня есть классное видео, на котором придумайте там дальше что угодно, от фантазии зависит, я хочу продать это рекламодателю. Вот мы первые, кто вам скажет, как это сделать правильно и о чем говорить дальше.
Вот, в общем-то, и все. Окей. Спасибо. Очень интересный такой тоже взгляд на роль, похлопаем, на роль именно рекламных агентств в монетизации. Сегодня у нас именно сессия такая посвящена именно тому, какие мы советы, наверное, можем дать тем ребятам, которые сейчас, в общем-то, узнали про производство контента из лекции здесь. Роя Эбдо, например, который говорил именно про создание контента, про как его монетизировать через какие-то платформы. Хотелось бы просто от вас какие-то услышать, может, рекомендации или какие-то предостережения, например, тем людям, которые собираются все-таки создавать контент, размещать его где-то, пытаться с этого какие-то получать дивиденды. Если есть у вас какие-то, например, советы нашей аудитории дорогой, которая здесь сидит, или предостережения, что-то такое, то было бы интересно это заслушать. Ну, совет, наверное, один, ребята. Вы когда что-то придумали, это не значит, что это сразу интересно всем тем, до кого дотянуться можете. Шахло уже коснулось, целевая аудитория. Поймите, кто будет потреблять ваш контент, в какой ситуации. Постарайтесь поставить себя на их место, постарайтесь быть ими, или если вы из этой аудитории, постарайтесь найти что-то, что может их волновать. И дальше все-таки помните, что создание контента требует навыков. Я понимаю, что наличие хорошей камеры в телефоне подразумевает, что я могу встать на Google и сделать селфи и выкладывать эти селфи каждые 15 минут, но это не контент. Контент — это то, что люди могут употребить с пользой для себя. Наверное, все-таки вот так. Это информационный продукт, а продукты подчиняются правилам маркетинга. Поэтому, если вы хотите серьезно зарабатывать на этом, основательно подходите к этому, постарайтесь узнать больше. На ваше счастье, сегодня по запросу в Google можно получить 200-300 тысяч линков на любую тему. Я недавно загуглил презервативы со вкусом. Просто мне было интересно, это очень специфичный продукт. Как вы думаете, сколько мне дало ссылок за 0,6 секунды? 2 миллиона 300. Что бы вы ни придумали, кто-то уже до вас где-то что-то делает. Поэтому берите оттуда, старайтесь сделать чуть лучше по-другому. Самое главное, не бойтесь. Я бы сказал, не бойтесь. Ну вот я недавно тоже где-то статистику читал про то, что как бы там тоже много очень уже контента, который производится миллионы, что-то такое, но человеческая креативность, вот это, что в Google каждый день получает столько много запросов, которые вообще не индексировались никогда. И первый раз как раз это получается, да, то есть реально креатив в людях есть, креатив еще как-то он остался, люди могут по-другому формулировать что-то, даже то, что уже известно. И вот хотелось бы услышать и от вас, как же людям это все-таки делать, советы какие-то дать, может, начинающим нашим креаторам, создателям? Я бы совет дала бы из своего опыта. 17 лет работаю в сфере маркетинга, и всегда сначала выявляю потребность, а потом уже создаю продукт и монетизирую его в офлайне. Я думаю, что в онлайне тоже самые методы старые, только площадки новые. Поэтому посоветовала бы вы не копировать, да, то есть то, что на сегодняшний день на локальном рынке существует, а выявлять потребность и монетизировать это, да, то есть давать аудитории целевой и монетизировать его. Могу на примере рассказать, когда офлайновский пример, у меня больше будет с офлайна, конечно, потому что я всегда в офлайне работала. Только начинаю первые шаги делать в онлайне. Значит, когда у меня дочка закончила школу, мы поступали, и мы объехали весь город, чтобы понять, куда ей нужно поступать. И оттуда у меня возникла идея, я думаю, я когда спрашивала других родителей, что вы делаете, они говорят, мы то же самое ездим. Смотрим, общаемся, спрашиваем. Соответственно, у меня идея возникла создать справочник абитуриента, который нет в Таджикистане. Да? Создали справочник, монетизировали его совместно с Министерством образования и распространили среди 4000 школ Таджикистана. А в электронном варианте он есть где-нибудь на сайтах, где-нибудь, как его можно найти? В электронной версии, вот я говорила про то, что как мы свои проекты трансформируем с офлайна в онлайн. В электронной версии на сайте Таджикистан Таймс в этом году мы делали этот проект и в офлайне, а также, да, то есть все
информацию про вузы Таджикистана можно и на нашем сайте Таджикистан Таймс получить. Окей. Спасибо большое, очень интересно. Ну, я скажу очень кратко. Если вы хотите создать свой контент, нужно делать контент о том, в чем вы очень хорошо разбираетесь. И нужно этому учиться, как делать качественный контент. Это очень такая трудная. Нельзя сказать, что можно за пару уроков этому научиться и сделать хороший контент. Вот у нас давайте, интересно. Шаблон, как и я, подходит как профессионал. Мы вот на том уровне, на котором мы хотели бы получать предложения от вас, это выглядит следующим образом. Ребята, нам нужен хороший, качественный контент, который мы можем предложить рекламодателю. Но на самом деле, у вас у каждого есть странички, да? И поднимите руку, у кого нету нигде аккаунтов ни в одной соцсети. Есть такие? Интересно, кстати. Просто надо выяснить, кого вывести из зала, чтобы. Окей, что вы делаете в этих соцстраничках? Вы удивитесь, но вы производите информационный контент. Вы умеете его делать, просто никто не рассматривает его как монетизацию. Вам не обязательно иметь офигенные навыки, глубокие знания в маркетинге или в каком-то предмете для того, чтобы начать это делать. Но Шахнур уже упоминал, имейте план, если вы хотите деньги зарабатывать на этом, мы в конце концов говорим же о монетизации контента, правильно же? Кто хочет зарабатывать на фотографиях в Инстаграме? Есть такие? Есть, руки поднимаются, отлично, есть у нас инстаграмщики. Ребята, мы же все хотим левый заработок, чтобы ничего не делать и получать деньги. Например, вы не умеете что-то сделать. Классно, пойдите и научитесь чему-то, снимите это и выложите. Как я работал в день уборщиком навоза в Зиды, к примеру. Классно же было, я посмотрел. А потом притащу туда рекламодателя какого-нибудь. Не бойтесь, дерзайте. Спасибо большое за такое напутствие. Сейчас хотелось бы от Ольги тоже услышать ее идеи относительно вот этого вопроса, то есть советы какие-то, вот, которые нам здесь уже другие дали, тоже нашим уважаемым гостям здесь. И после этого мы перейдем к вопросам и ответам, потому что по времени так уже укладываемся. Вам слово. Я хотела бы не только для молодежи, которая здесь присутствует, я думаю, здесь есть, наверное, представители СМИ, да, немножечко о другом. Если здесь есть представители СМИ, про монетизацию для вас именно. О том, как монетизировать, я говорила о прямой монетизации, я хотела бы пару слов сказать о пассивной монетизации. У нас, к сожалению, Facebook, YouTube не работает с нашей республикой. Я хотела вам дать советы о том, как мы пытаемся выбраться в таких ситуациях. Яндекс и Google, он старается тоже работать опосредованно с нами, то есть мы работаем через какие-то партнерские организации. Если вы не знаете какие-то организации, могу вам сказать, например, российские есть такие, как Карамель, УЗДО есть, партнерские организации, Юла, который работает на YouTube, мы работаем с ними, мы зарабатываем с ними порядка $200 в месяц. Это очень мало, к сожалению, но такова наша объективная реальность сейчас. Мы могли бы зарабатывать на монетизацию больше, если бы, учитывая точнее то, что у нас большие просмотры и учитывая, что самый популярный контент у нас это видео. Ну, пока сейчас такая ситуация. Тем не менее, для СМИ, вот как бы подытожу, да, пожалуйста, вот эти партнерские организации, да, они берут свои деньги, конечно, они берут свой процент за то, что они монетизируют ваш контент. Но они делают все самостоятельно, все сами делают. То есть они делают ваши баннеры, размещают их на всех обменниках. И в результате, на самом деле, давая этот процент, мы поняли, что мы, в принципе, мы не теряем. Мы не теряем. Это как бы просто совет для начинающих СМИ, которые только начинают монетизировать свой контент. Я советую обращаться вот к таким партнерским организациям, все-таки партнерам. Огромное спасибо за совет. Поблагодарим давайте. Спасибо. Я добавлю просто маленький апдейт, не надо уже российским организациям. Google работает с нами, с Таджикистаном, Facebook прекрасно работает. Просто они работают через рекламное агентство. СМИ почему-то до сих пор думают, что это ненужный посредник,
который всего лишь берет деньги с одного места, переносит в другое, забирает свои проценты, уже есть. Аккаунты. Вот, да, пожалуйста, смело подходите. Вообще, по вопросу монетизации, вопрос очень Сейчас простой. я скажу, только потом я вам Если дам. у вас есть что-то, что привлекает аудиторию, Сейчас вопрос-ответ. и эта аудитория может представлять интересы для кого-то, всегда можно найти возможность. Если мы говорим про YouTube, он, конечно, начинает монетизировать от 1000, по-моему, аккаунтов, но благодаря партнерским программам у вас, если даже 100 человек есть, можно уже начать зарабатывать. Это будут маленькие деньги, небольшие, но тем не менее. Можно работать с прямыми клиентами, тоже не проблема. То есть вы можете потом после нашей сессии, если к вам будут подходить, вы можете практические советы давать людям, правильно? Завтра утром, по-моему, в 11 у меня будет как раз по этому Вот. презентация, я покажу вам цифры, и кому интересно, да, пожалуйста, найдите нас на Фейсбуке, мы поможем. Больше того, в этом году в прошлом году был бум целый. Мы открывали школу, не сколько школу, мы пытались сделать платформу для блогеров. У нас есть хороший видеопродакшн, мы сказали, пожалуйста, вот камера, студия для записи голоса, монтажный стол, человек, приходите, если вы блогер, приходите, записывайте, сдавайте, производите его. А мы, в свою очередь, когда у вас будет интересный контент, мы сразу его предложим рекламодателю, то есть ситуация боевая для всех была. Как вы думаете, сколько человек откликнулось на предложение? 3? Остался один. Сейчас здесь сидит. Так что нужно быть активнее, правильно? Абсолютно. Активнее. Вот. Сказать, ребята, если вам есть что сказать, говорите. Вот именно. И на этой ноте я бы хотел просто перейти к вопросам и ответам, чтобы люди все-таки смогли задавать вопросы. Одна большая просьба, когда вы свой вопрос задаете, вы, пожалуйста, идентифицируйте, кому вы этот вопрос задаете, чтобы было понятно. Хорошо? Передаю микрофон. Окей, сейчас посмотрим вопросы из зала. Есть вопросы у кого-нибудь? Есть вопросы? Добрый день, если позволите, вопрос Ольги Татубалиной. Ольга, скажите, пожалуйста, по вашему мнению, в чем отличие нативной рекламы от скрытой рекламы, которая запрещена законодательством Республики Таджикистан? Спасибо большое. Спасибо за вопрос. Нативная реклама на самом деле это все-таки что-то для нас новое, к сожалению, все еще новое. Скажем так, на простом примере нативная реклама – это про то, что у нас есть хорошие кейсы нативной рекламы, которые были вне проектов. Например, у нас был материал о том, какую воду лучше пить, когда жарко. Газированную, горячую, горячий или это чай, или это просто обычная вода. И там, это был мотивный материал, и там, собственно, были фотографии с напитками, и в том числе там был напиток Арсикола. Все вы знаете прекрасно этот бренд. То есть мы не говорили, ребята, вот смотрите, есть Арсикол, это такое... Подождите, а он как раз тебя туда и загоняет. Я знаю, о чем он хочет сказать. Мы не говорили о том, что, ребята, вот хороший напиток и пейте его. Это была фотография. Нет, на самом деле мы сейчас обсуждаем, если вы не обозначили его в каком-то... Я договорю, да. Есть у нас партнерские материалы, где мы указываем, собственно, мы поступаем честно, и мы всегда указываем, что это партнерский материал. Я ответила на ваш вопрос. Вообще, по закону любая реклама должна быть обозначена соответствующим маркером. Если ее нету, то тут уже могут придраться, я согласен. Мы обозначаем, у нас есть газета, где мы обозначаем, естественно, есть значок специальный, и для рекламы, в том числе прямой, а на сайте это просто надпись, что это партнерский материал, это может быть одно предложение, внизу материала это может быть даже текст о том, что ребята, вот такая компания выступает нашим партнером, и можем даже подробнее рассказать о них. Спасибо большое за ответ.
Из зала еще вопрос есть? Есть вопрос. Здравствуйте, вопрос к Шеру Джрабаеву. Вот вы говорили про вот этот проект для блогеров. Если честно, лично я, заинтересованный этим вопросом человек, не знала об этой программе. Где вы ее размещали, как она действовала и действует ли она до сих пор? Да, открыты. Нет, на самом деле я просто начал, и как-то мы не закрыли тему. Очень много возможностей. Сейчас и посольство часто, например, по подкастингу несколько раз проводили мероприятия. Открыто, приходите. Мы ее в соцсетях анонсировали, поскольку мы предполагали, что блогеры там присутствуют по умолчанию, но, к сожалению, может быть, подумали, что развод какая-то очередная, а может быть, просто не поверили в свои силы. Приходите, мы открыты, серьезно. А куда можно прийти? Наверное, нужно написать на Усто Дизайн. Это основная площадка, которая будет отвечать. Усто Дизайн, посмотрите, найдите, напишите им в личку. Они ответят нет, но ты же знаешь мой аккаунт, напиши, я тебе отвечу. Хорошо, спасибо. Спасибо. Еще вопросы есть? Последний вопрос. Время у нас на последний вопрос. Здравствуйте. Ольга, к вам вопрос. Вы рассказывали то, что извините, я забыл. Про то, что в горах ходили и рекламировали сим-карту. Хотел бы уточнить, вы намеренно снимали контент именно для рекламы? Еще вам тоже вопрос. Скажите, пожалуйста, вы когда пытаетесь вы сами лично обращаетесь к рекламодателю, чтобы предоставили вам, чтобы рекламировать. Вы сами обращаетесь, да, в каких-то компаниях, чтобы рекламировать их Я отвечу. Хорошо, я понял вопрос. Какая поняли. процедура взаимодействия с рекламодателем? Да, это вы имели в виду? Да. Вам вопрос, по-моему, задавали? Сначала я отвечу, да. Да, это наш проект, который вот буквально на днях он завершился. Таджикистан начинается с тебя, я повторю. И вы говорите про материал, который я упомянула, что турист идет в горы, и как он может не потерять сотовую связь при этом, да? Это наш партнерский материал. И я могу, в принципе, сказать, что рекламодатель у нас сотовая компания, Мегафон, она выступала у нас партнером. Это был пример нативной рекламы, в принципе, о том, как это происходит. То есть, и причем это один пример, который непосредственно был связан именно вот с сотовой связью, да, то есть это конкретный партнерский такой пример. А у нас были материалы абсолютно, которые никак не связанные ни с компанией Мегафон, ни с какими-то другими компаниями, но они также были в этом проекте, то есть это абсолютно качественный, интересный контент, который вы можете зайти, посмотреть и как бы не думать о том, что вам тут что-то навязывают, нет, можете зайти сами, убедиться. Рали, хотели что-то добавить, да? Нет, вопрос был. Давайте. Можно? Я понял. Есть две ситуации. Например, как рекламное агентство, я представляю Wavemaker, это крупнейший, часть крупного холдинга, одного из самых крупных холдингов рекламных в мире. Мы не ходим к клиентам. Клиенты находят нас, они приходят, мы участвуем, они присылают нам тендерные задания. Но как СМИ, если вы знаете, Европа плюс Таджикистан, это наша радиостанция, ТНТ в Таджикистане мы распространяем. Мы идем сами к рекламодателям. Когда у нас есть контент, мы идем к рекламодателям и объясняем, как он может быть им полезен, пытаемся найти общие точки. Это может быть нативное размещение, это может быть прямая реклама, это может быть спонсорство, это может быть плейсмент. Там 2 миллиарда разных форм взаимодействия, когда обе стороны могут получить выгоду. Поэтому завтра приходите к 11, я подробнее об этом расскажу. Огромное спасибо. Давайте поаплодируем нашим уважаемым спикерам сегодня. Я думаю, у нас была интересная вообще панельная дискуссия, давали практические советы, приглашали к сотрудничеству. Спасибо всем, что послушали. Спасибо.